Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан показал образцы национальной одежды, рекомендованные для ношения девушкам и женщинам. А ранее в комитете заявили, что проект национальной одежды будет учитывать как национальные традиции, так и современные реалии. И создан он будет не только для женщин, но на этот раз и для мужчин, сообщает Азия Плюс. Ифода кардан, нигох доштан, амун одобу рафтору либоси шарқиёнаи мардуми худ бояд ки дар мади аввал шавад. Таджикское правительство уже на протяжении более 10 лет пытается навязать таджикским женщинам некий образец национальной одежды. Очевидно, что главной целью всех этих действий является попытка заменить исламскую форму одежды национальной. Причем главными инструментами в реализации данных планов выступает Комитет по делам женщин и семьи при правительстве РТ, Комитет по делам религий, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, а также Министерство культуры, Министерство образования и науки и Совет улемов Таджикистана. Напомним, что 8 мая этого года Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан, которые предусматривают запрет на ввоз, продажу и ношение в общественных местах чуждой национальной культуре одежды, а также запрет на идгардак – детские гуляния по случаю наступления праздников Иди Рамазон и Иди Курбон. Сразу после принятия поправок и даже не дожидаясь вступления поправок в законную силу, по всем населенным пунктам страны начались рейды и задержания женщин в традиционном исламском одеянии. Рейды проходили на рынках, в поликлиниках, больницах, а в крупных городах и на улицах. Были организованы рабочие группы для проведения рейдов и разъяснительных бесед с привлечением студентов и бюджетников, в том числе и на принудительной основе. Рейды продолжались около 3 недель, в течение которых среди населения нарастала волна недовольства, а в соцсетях не прекращались бурные обсуждения и выражения недовольства. Уже 19 июня Верхняя палата парламента Таджикистана утвердила поправки в закон об упорядочении традиций и обрядов, а 20 июня пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что он подписал в общей сложности 35 законов, которые направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также на защиту прав и свобод ребенка, обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотической гордости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям. После того, как исламские ученые и проповедники со всего мира осудили действия таджикского режима, а некоторые известные в Таджикистане персоязычные проповедники из Афганистана даже объявили режиму Рахмона джихад, власти начали задумываться о том, как разрядить ситуацию. Для этого они привлекли правительственных религиозных деятелей. Так, председатель Совета улемов Таджикистана Саид Мукаррам Абдулкадирзада поддержал поправки к закону о запрете так называемой чуждой одежды и заявил, что национальная одежда также должна соответствовать исламским нормам. Таджикский народ имеет свою особую одежду, арабский народ тоже имеет свою особую одежду, каждая нация имеет свою особую одежду. И при этом соблюдаются шариатские нормы. Это важно, остальное не важно. Не обязательно следовать и слепо подражать чужой одежде, заявил тогда председатель Совета улемов. Вместе с тем, активная фаза рейдов была прекращена, что в итоге несколько разрядило ситуацию. Однако, как считают наблюдатели, режим не сдался, а просто сделал тактический маневр, и окончательный запрет хиджаба в Таджикистане – это вопрос времени. کلان مطابق شریعت است متاسفانه این درست نیست زیرا که چنانه که ما معیارهای شریعت رو بیان کردیم طلبات شریعت باید کلان سطر جسم زن بجز رو و دستش پوشیده باشد ولی امروزه نمونه ها رو من همه اش رو دیدم مشاهده کردم که آنها همه گردن و پیشی بر کشاده هستند مویسر زنها هم پیشی مویهای پیش و هم در بر همه جا کشاده هستند همچنین اکثریان یا کلان همه لباس ها آستین کلته هستند که دستان زنها
نمایان است و این با معیارها و طلبات دین مبین اسلام جوابگو نیست.